перестала срабатывать, когда вот этого вот баланса стало недоставать очевидно. И что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем подряд несколько политических кризисов. Если мы посмотрим, что было до ее принятия, и посмотрим на то, как, например, руководил страной Верховный Совет, там, скажем, и возглавлявший его Владислав Григорьевич, намного более успешно, намного более эффективно. Посмотрите, какие были сложные времена. Формирование кабинета министров, тем более в условиях Абхазии, должно в обязательном порядке проходить через парламент. Основы современной правовой системы Абхазии были заложены 31 год назад. Ровно столько лет прошло с того памятного заседания сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года, на котором была принята Конституция страны. Через год после окончания грузино-абхазской войны, в условиях беспрецедентного давления на председателя Верховного Совета Республики Владислава Ардзинба, по воспоминаниям историка Станислава Лакоба, в то время занимавшего должность первого заместителя председателя Верховного Совета, во время заседания Ардзинба несколько раз отлучался на переговоры. Звонил спецпредставитель президента России Бориса Ельцина и настаивал не принимать Конституцию, поскольку это может помешать переговорному процессу с Грузией. Несмотря на внешние обстоятельства и неодобрение со стороны нескольких депутатов, Конституция была принята, а затем и одобрена на референдуме 3 октября 1999 года. В основном законе страны 7 глав и 85 статей. Из парламентской Абхазия стала президентской республикой. Такая форма правления в тот исторический отрезок времени была оправдана, говорят эксперты. Но позже из-за повторяющихся политических кризисов в обществе назрел запрос на изменение политической системы страны, ограничение власти президента и переход к президентско-парламентской республике. Первое, это сильнейшее давление было не принимать Конституцию. Естественно, со стороны Российской Федерации тогда, что принятие Конституции резко ухудшит переговорные позиции и вызовет недовольство, значит, у грузинской стороны. Это может сорвать процесс переговорный. Тогда, вы помните, он шел очень активно. Вот, в мае было соглашение очень серьезное, значит, между всеми сторонами, но решимость была полная принять Конституцию. Все-таки мы чувствовали себя государством. Потом, в конце концов, Конституцию имела и Абхазская АССР в рамках тогдашней Грузинской ССР. И, честно говоря, все эти доводы были очень неубедительны. Жить без Конституции было невозможно. Конституция 25 года, к которой мы вернулись перед войной, да, но Конституция была той страны, которой вообще не было близко. Поэтому надо было принимать Конституцию, она была принята. Были же, да, Все те, правильно. кто был Конечно, против? Конечно, конечно. А сколько человек было? Ну, неважно. Почему они были против? Они были против из опасений, но тогда шло такое мощное давление в плане непринятия Конституции. Понимаете как? Значит, те люди, которые работали в партийной системе, в партийных органах, значит, у них было общение с нашими оппонентами, оттуда шли звонки, что может вам помешать это. Вы подумайте об Абхазии. Это не могло. И они думали не о тех, кто звонит. Они считали, какие последствия будут для Абхазии. И они видели негатив, который может быть. Понимаете? Но это приходит с опытом. Это приходит с опытом. Но чтобы этот опыт не был доминантой, решения должны принимать молодые. Вот у нас была целая плеяда молодых людей, включая Славика Лакоба, вот недавно ушедшего, да, Клим Джинджоли, недавно ушедший. Много можно ребят вспоминать. Нателла Акаба, слава богу, значит, которые формировали другой взгляд. Я уже не говорю о Владиславе Ардзинбе. Это вообще, значит, комета такая, которая абсолютно отрешенная была от своих внутренних проблем, личных, да, была нацелена на общую победу. Конституция – это документ своего времени. Это документ, который отразил во многом нашу послевоенную ситуацию. То, что сложилось во время войны,
да, концентрация всех ресурсов. Война требует концентрации всех ресурсов, никаких сомнений, никаких значит, шатаний и так далее. И вот это мы перенесли в Конституцию. Да. Можно говорить какими-то нейтральными словами, типа у нас президентская республика. Ну, даже в президентской республике есть механизмы, которые не позволяют президенту, так сказать, перегибать палку, скажем, да, залезать в полномочия, скажем, всех органов власти. У нас практически президент – это всесильный, всевластный, так сказать, орган власти, единоначалие. Да. Но не зря же придумана вот эта вот классическая форма сдержек и противовесов, да, баланс интересов между ветвями власти. Какое-то время наша Конституция работала, именно вот как раз период до тех пор, пока у нас не пошло послабление, когда вопрос физической безопасности, он ведь какое-то долгое время стоял у нас на повестке как номер один, да? Вопрос невозобновления военных действий и так далее. Но после 2000 года потихонечку, когда в России тоже поменялась политическая власть, этот вопрос уже отошел на второе, а потом и на третье место. На первое место вышла уровень жизни, населения, общественный порядок внутри страны, необходимость выстраивания, восстановления и выстраивания нового типа экономики, социальной сферы и так далее. И вот здесь мы начали ощущать несовершенство тех положений, которые были заложены в Конституции в 1994 году, когда Конституция перестала срабатывать, когда вот этого вот баланса стало недоставать очевидно. И что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем подряд несколько политических кризисов. Если мы посмотрим, что было до ее принятия, и посмотрим на то, как, например, руководил страной Верховный Совет, там, скажем, и возглавлявший его Владислав Григорьевич, намного более успешно, намного более эффективно. Посмотрите, какие были сложные времена. Предвоенная ситуация была ничуть не менее сложная, чем военная пора. И в этих условиях эта модель, она показывала свою просто отличный результат. Понимаешь, если бы она не показала этот результат, ничего бы не было бы никакой послевоенной истории Абхазии. Вот реальная вещь. К сожалению, большому, мы тогда зафиксировали эту конституцию, а эта конституция, она же краилась под конкретного человека, и о чем и говорил, собственно, Зураб Ачба. Нельзя было так делать. Мы краили эту конституцию под Владислава Ардземба. Но даже во время уже поздние годы, последние годы его президентства, у нас возникли очень серьезные проблемы с этой системой. То есть у нас фактически значит, парламент и президент вошли в клинч, когда законы принимались, не подписывались президентом и так далее. Мы же это все уже даже там получили. То есть еще до избрания там, следующего президента Сергея Васильевича Багапши у нас уже были проблемы с этой моделью. И дальше они только ускоряются, усугубляются, и мы видим, что цикл вот этот, он все уменьшается и уменьшается. И для того, чтобы прервать, как раз для этого и предлагается разгрузить позицию президента, чтобы все не было, потому что люди убиваются за это кресло, и откровенно скажу, там не вопросы патриотизма, там вопросы влияния на финансовые потоки, например. Но если вещи своими именами называть, конкретные интересы. По словам депутата первого созыва парламента Леонида Лакербая, понимание было с самого начала, что Конституция должна быть живым документом, который может обновляться в ответ на меняющиеся социально-политические условия. Понималось ли тогда, что Конституция не может быть на века принята? Да, конечно, понималось.
Вообще, я думаю, и сегодня тоже, когда принимаются и вносятся какие-то предложения, поправки и так далее, мы смотрим на действующие персонали. Ну, человек так устроен. Если мы говорим о президенте, мы смотрим на действующего президента. Если говорим о парламенте, на текущий парламент смотрим. Если говорим об исполнительной власти, смотрим на того премьер-министра, который есть, и уже от него абстрагируемся по ситуации, которая есть. Конечно, вот один момент я вам приведу сразу. В первом варианте Конституции, который нам был предложен, я думаю, я не ошибаюсь, не было премьер-министра. То есть тот вариант предусматривал, что глава государства, президент, является руководителем исполнительной власти и фактическим руководителем тоже. Значит, тогда аргументы в сторону изменения звучали так, что в этих условиях, когда вот такое напряжение, значит, и на внешнем контуре, и внутри страны, после разрухи и всего, значит, президент не в состоянии, речь шла о Владиславе Ардзинбе, естественно, поспевать за всем и за всеми, и отвечать за все одновременно он просто не мог физически. Поэтому был введен институт премьер-министра. Он был не просто введен, я вот позволю себе несколько статей процитировать. Это было как бы, ну, по крайней мере, звучало как освобождение действовавшего тогда президента, да, от нагрузок, ну, которые он не смог бы справиться. Еще раз повторюсь, в условиях вот внешней и внутренней обстановки. Вот статья 48 Конституции нашей, действующей, гласит, что исполнительная власть в республике предоставляется президенту. Президент является главой государства. А дальше вот я процитирую, потому что это очень важно. Для осуществления общего руководства, статья 56, исполнительной деятельности на всей территории страны, президент руководит кабинетом министров. Кабинет министров формируется президентом и ему подотчетен. И прям детально прописано, что в состав кабинета министров входят премьер-министр, вице-премьеры, министры, другие должностные лица, предусмотренные законом. Четко прописано прямо в Конституции. Дальше статья 57. Кабинет министров Республики Абхазия в полном составе, либо его отдельные члены имеют право на отставку. Отставка предоставляется президенту, который вправе либо принять ее, либо отклонить. Следующая статья 58. Парламент может выразить недоверие отдельному члену Кабинета министров и внести этот вопрос президенту, решение которого является окончательным. Организация и деятельность Кабинета министров определяется конституционным законом. И вот показательно была 59-я статья, на мой взгляд. Полномочия президента Республики Абхазия не могут быть использованы для изменения конституционного строя, роспуска или приостановления деятельности других законно избранных органов государственной власти. То есть речь о том, что возможно распустить парламент, значит, в связи с возникшими какими-либо, значит, вопросами, которые, на взгляд президента, требуют распуска, они недопустимы, это прописано в Конституции. Это имелось в виду еще потому, что, значит, в статье 47 о функциях парламента говорилось, что принимает парламент решение об объявлении вотума недоверия отдельным членам Кабинета министров. То есть все это было прописано, и это как бы такая жирная точка была поставлена, что есть Кабинет министров, есть его премьер-министр, и именно он возглавляет Кабинет министров. Значит, вот эта позиция, она всегда была подвержена разного рода новациям. Давайте поменяем, давайте изменим. Но до того, как, значит, этот вопрос стал, который сегодня тоже актуален, да, ставил и другие вопросы. Прошло совсем немножко времени. Вы помните, в 1999 году были выборы, первые всенародные у нас выборы президента. Один из моих коллег, действующих депутатов, тогда говорил такую вещь, что вот если меня выдвинут кандидатом в президенты, первое, что я сделаю, став президентом, объявлю о том, что у нас парламентская республика. За все послевоенные годы не раз создавалась комиссия по конституционной реформе. Работает она и сегодня. Прежде всего, внимание членов комиссии сосредоточено на перераспределении властных полномочий от президента к парламенту и изменении избирательного законодательства. Свой проект конституционно-правовой реформы предложила и Общественная палата. Главное в нем – это переход на мажоритарно-пропорциональную систему выборов в парламент. Это усилит роль политических партий и повысит качественный состав парламента, считают авторы проекта. Долгое время, так сказать, обсуждали
кто как видит текущую ситуацию, причины кризиса. И мы все-таки пришли к мнению того, что, такому мнению, что в Абхазии нужна новая политическая элита. Но она не возникает ниоткуда, как черт из табакерки, она не может откуда-то, ее невозможно привести откуда-то и так далее. Ее надо вырастить. А для того, чтобы вырастить, нужны соответствующие условия. Вот. Нужны такие условия, в которых политические партии, как самый главный актор в политическом процессе в обществе, должны быть в благоприятной среде. Мы должны поддерживать политические партии. Но так получилось, что у многих наших политических деятелей, действующих, такое критическое отношение к политическим партиям. Это, в частности, вот, выразилось и к неприятию предложения, которое уже тоже звучит не сегодня придумано. Эти предложения об изменении избирательной системы, они более 10-15 лет звучат. Вот. Но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Очень модно было одно время говорить о парламентской форме правления. Сегодня немножко эта мода проходит, на мой взгляд. Хотя звучит все Хотя равно. звучит. Ну, звучит она в таком контексте. Надо делать партийную систему, внедренную. И та партия, которая победит, она, вот, ну, как во многих странах, да, это уже форма будет такая президентско-парламентская, когда победившая партия представляет своих кандидатов для формирования кабинета министров. Общественная палата была одним из инициаторов вот этой идеи. Да. Я был в заседании, у меня свое видение есть этой проблемы. Об этом можно будет говорить, но для этого должна быть четко выстроена партийная система. У нас ее нет. И кое-кто спешил и говорил, что давайте прямо чуть ли не на выборы 27-го года внедрим это. Я категорически против. Почему я против? Потому что у нас нет выстроенной партийной системы. Наша оппозиция всегда как-то действует, да, ну, в силу разных причин она должна о себе заявлять. Партии власти, меняющиеся, они появляются периодически, активизируются во времена выборов определенных. Вот. И у нас получается так, что я по своему опыту знаю, что одни и те же люди состоят и в одной партии, и в другой, и в третьей, и так далее. Если мы хотим, на мой взгляд, говорить об этой форме правления, да, то можно поставить целью 2032 год и за этот период постараться сформировать настоящее партийное строительство. И должна быть единая электронная база, потому что я сегодня очень сомневаюсь, что у многих партий есть то количество членов, 1000 должна быть, да, как минимум, которое позволяет ей нормально функционировать. Но в целом вы идею Нет, перехода идея, да. на смешанную систему. Да, я считаю, она поддерживаете нормальная, она нормальная, но нам надо подойти к ней не шашкой наголо, да, вот кто сегодня есть, тот и есть. Нет, должна быть четко сформулированная, ясная и понятная партийная система. Как происходили заседания Верховного Совета, например, перед войной. Нужно понимать, что это были разные фракции. Там была абхазская фракция, там была грузинская фракция, там была фракция русскоязычная. Даже при этом контексте очень сложном, да, когда там противостояние это было, постоянные какие-то конфликтные ситуации, как министры, неважно какие, абхазы, грузины, там, русские, греки, не знаю, они приходили как школьники, отчитывались. Понимаешь, они как школьники отчитывались перед депутатами, и вся страна в прямом эфире это видела. Мы тогда, в 90-е годы, во время развала Советского Союза, имели лучшую систему с точки зрения транспарентности, да, эффективности, чем сейчас. В чем смысл? Где же мы свернули не в том направлении? Я считаю, в 1994 году, когда мы приняли как раз вот такую как бы президентскую форму правления с фактически царскими полномочиями.
Параллельно рабочая группа по конституционной реформе, включающая 27 экспертов, подготовила и представила в парламент свой проект поправок в Конституцию Абхазии, где также речь идет о перераспределении полномочий между органами власти. Конкретно, часть полномочий президента передается премьер-министру, а парламент получает возможность участвовать в формировании правительства. Президент сохраняет статус верховного главнокомандующего, руководит Советом Безопасности, а также выносит на утверждение депутатам военную доктрину и принципы внешней политики. Парламент, Народное собрание, нужно сказать им спасибо, что они тоже как бы восприняли обращение после кризиса известного годичной, сколько уже там, год даже прошел. Вот как раз сегодня. Да, вот годичной давности. Тогда юридическое сообщество, вот и мои друзья тоже юристы все, и другие люди, очень значимое такое весомое обращение сделали в парламент, и парламент откликнулся и сказал: давайте, ребята, сядем и действительно зафиксируем эту позицию. Вот мы ее зафиксировали, работала, значит, долгое время, там, я уже не помню сколько месяцев, но очень долго. И не так давно мы завершили эту работу, то есть мы фактически зафиксировали, что мы предлагаем парламентско-президентскую смешанную форму правления, то есть перейти от президентской к смешанной. Параллельно с этим Общественная палата проработала свой вариант. То есть смешанные системы бывают двух типов. Там. Ну, они, конечно, варьируются, в каждой стране есть свои там более тонкие настройки, но если глобально брать, то это либо президентско-парламентская, либо парламентско-президентская. То есть это когда президентская позиция чуть более сильная, чем парламент, да, чуть больше полномочий, или наоборот, когда у парламента чуть больше полномочий, у президента чуть меньше. Меня лично устраивают оба этих варианта устраивают. Я считаю, что мы, если перейдем на одну из этих, значит, моделей, то это будет благом для страны. Это будет больше баланса, это будет больше взаимного уважения, больше возможности не конфликтовать нашим политическим группам, а наоборот пытаться взаимодействовать и консолидировать общество. Президентско-парламентская все же больше рычагов на этот процесс у президента. Он предлагает, но парламент может и какие-то кандидатуры отклонять и так далее. То есть это не так, как сейчас. То есть президент что хочет, как хочет, он может назначать. Если даже министр, я не знаю, там совершенно как бы не пользуется уважением, просто потому что президент желает, чтобы он дальше продолжал работать, ну какой-то президент, да, мы говорим о каких-то гипотетических министрах и о каких-то там, то есть он может сохранять его бесконечное количество времени во власти, то есть он ничем не ограничен. В этих моделях так или иначе президент уже не может этого делать. То же самое касается, кстати говоря, если это парламентско-президентская, то есть у правящей партии, да, там, скажем, которая большинство имеет, у нее тоже нет как бы таких полномочий, чтобы полностью продавливать. То есть там все сбалансировано. Там мы не должны забывать, что есть еще суды, у которых тоже важная функция. У нас есть 3 таких столпа. Это парламент, президент и судебная власть. И при хорошем, достаточном балансе мы можем получить другое качество политического процесса. А если качество политического процесса, людям иногда непонятно, что это. А это значит больше прозрачности. Алхас Тхагушев убежден, сначала необходимо определить баланс власти между президентом и парламентом, а уж потом обсуждать смешанную избирательную систему. Сначала нужно решить вопрос с перераспределением полномочий. То есть это нужно было либо в пакете делать, но ни в коем случае нельзя до того, как мы перераспределим полномочия, заниматься избирательной системой. Избирательной системой мы можем и должны заниматься уже по факту после этих изменений. А как там некоторые предлагают прямо сейчас, ничего не изменяя в конфигурации, значит, взаимоотношений парламента и президента, заняться избирательной системой, я считаю, что это только усугубит ситуацию.
Я считаю, что это неверно. И с одной стороны я поддерживаю, да, я считаю, что нужно осторожно, аккуратно, но нужно как бы проработать тоже некую новую систему избирательную, да. Какая она может быть? Это тоже большой вопрос, это нужно над этим поработать. Потому что там есть нюансы. И я, с одной стороны, подписал письмо там, людей, которые там, от общественной палаты, где они собирались, типа я подписал письмо, но я подписал с оговорками, что я подписываю, в принципе, считаю правильным изменять, да, со временем, но изменять нужно аккуратно. Нужно все опасения, которые озвучиваются людьми, которые критикуют такой переход, их нужно учесть, потому что я эти опасения в полной мере разделяю. Противники изменения избирательной системы говорят, что мажоритарная система выборов предполагает непосредственную связь избирателей со своими кандидатами, а голосование по партийным спискам их обезличивает. Аргументы не в пользу смешанной системы таковы, что со временем могут появиться партии при внешней финансовой поддержке. На самом деле этот тезис абсолютно надуманный. Надуманный не потому, что этого не может быть. Во-первых, эта проблема есть у всех государств. И не только у таких маленьких, как Абхазия. Посмотрите на Грузию. Да? Сегодня правящую элиту Грузии обвиняют в пророссийскости. Посмотрите Армению, посмотрите Молдову. Да? Кстати, влияние обязательно есть соседних и более крупных государств. Оно всегда будет. Другое дело, это влияние позитивно рассматривать можно, или все-таки это отрицательно влияет. Ну, можно так вот грубо, да, можно рассудить так. Но, во-первых, официально по закону, если мы говорим о законах, о том, что у нас и Конституция должна действовать, и законы соответствующие. Уровень ответственности и уровень контроля за политическим процессом должен совершенно измениться. Он должен вырасти на несколько, так сказать, порядков выше. Финансирование – это очень важный вопрос. Финансирование из-за пределов Абхазии, оно и сейчас запрещено. А в нашей системе оно тем более должно подвергаться очень жесточайшему контролю. Но никто не говорит, что подобной угрозы не существует. Я еще раз говорю. Посмотрите на выборы в Соединенных Штатах Америки. В чем обвиняли Трампа? В российском влиянии. Это на внешнем контуре существует у любого государства. И мы должны понимать, что это реальность, от которой мы не избежим. Более того, я считаю, что это влияние и сейчас есть. Оно и сейчас есть. И мы должны не занимать в этом случае страусиную политику и говорить, что ничего нет. Оно есть на самом деле. Но надо в этом честно признаться просто. Да? И что, если оно есть? Оно не станет таким самодавлеющим таким фактором, если у нас будет серьезная политическая элита. Финансовая зависимость может быть при любой системе извне. То есть, если есть некий капитал, например, да, который желает там, порешать вопросы там, с нашей землей. Ну, не секрет же, да, там, сколько, например, стоит земля там, на Красной Поляне. Какие-то космических денег. И представь себе, что нужно пролоббировать что-то там со стороны Абхазии, чтобы тоже там... Это же просто миллиарды и миллиарды и миллиарды рублей. Это очень серьезные вещи. И, конечно, эти люди наверняка могут появиться. Ну, мы как бы... что-то люди там говорят, что так оно и есть, что-то мы предполагаем, но факт в том, что такой фактор, он всегда есть, и такая опасность всегда есть. Вопрос только в том, как мы будем это делать. То есть, если у нас в одни руки это уходит, то как раз внешним игрокам намного легче, мне кажется, пытаться влиять на одного человека и на его окружение, чем распределенно на разных людей. Внешнее влияние, оно и сегодня может быть. Что за проблемы? Сегодня может быть. Другое дело, что я вот акцент все-таки сделаю, партийное строительство, оно подразумевает, что государство должно подпитывать партии в обязательном порядке. Государство должно стимулировать развитие партий. И вот тогда не надо будет говорить ни о каком внешнем. А так человек, ну, грешен, будет искать
наверное, кто-то и будет этим заниматься, но это не будет доминанта, я в этом абсолютно уверен. Если власть сама будет заинтересована кровно в том, чтобы было нормальное партийное строительство, причем не обязательно двухпартийное, и даже не то, что не обязательно, желательно не двухпартийное. Потому что вот ситуация показывает, что это тоже спустя какое-то время дает определенный минус. Посмотрим. Могут быть союзы, партии, движения и так далее. Это все реально. И мне кажется, вот я не думаю, что я ошибаюсь, мне кажется, молодежь наша склонна в большей степени к этому. Как вовлечение вот чисто по партийным принципам. Значит, это сформирование единого мировоззрения, да, единого отношения к каким-то вещам, выработанное вот в рамках каждой партии. Я думаю, для молодежи это привлекательно. И тогда мы сможем активную молодежь привлечь. Потому что, ну, говоря откровенно, да, будущее за ней, я другого ничего не вижу. И я вижу молодых ребят, ну, которые меня радуют, честно говоря. Я вижу ребят, которые свободны от многих, значит, наносных явлений, которые у нас отложились, да, вот с той системы и так далее. Может быть, иногда слишком свободны, может быть. То есть берегов нет вроде, вот мы есть и все, но это исправимо. Надо просто работать. Так какой порядок формирования правительства в концепции Общественной палаты? Президент вносит кандидатуру премьер-министра на утверждение депутатами. Если парламент ее не утверждает, то инициатива выдвижения кандидата переходит к парламенту. Если депутаты не могут принять решение, то инициатива вновь переходит к президенту. Если кандидатура президента снова не поддерживается депутатами, то президент вправе распустить парламент. Предлагается вот такой взаимный баланс ответственности. Если говорить о перераспределении полномочий, мы во главу угла поставили вопрос о том, что на сегодняшний день у нас вот этой вот нормальной взаимосвязи, если говорить юридическим языком, комплекса прав и обязанностей между правительством и парламентом не существует. Вы знаете, что у нас по закону о Кабинете министров, у нас парламент не вправе даже выразить вотум недоверия правительству. Могут выразить недоверие отдельному члену правительства. Это, так сказать, абсолютно неработающий инструмент. На самом деле, если говорить опять же юридическим языком, мы хотим наделить дополнительными правами, но и придать ответственность парламенту. Такому парламенту, который вот мы имеем по ныне действующей Конституции, придавать дополнительные полномочия даже опасно. Потому что, ну это лично мое мнение, потому что я, например, считаю, что ответственность за все происшедшие кризисы в равной степени наряду с президентами несет и парламент тоже. Но по факту у нас парламент безответственный государственный орган. Он не может не самораспуститься, не может быть распущен президентом. Это неправильно. Если ты участник конституционного процесса, помимо прав, у тебя обязательно должна быть и ответственность тоже. Это правило конституционных взаимоотношений. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы хотим наделить парламент дополнительными, прежде всего, контрольными полномочиями, в том числе и кадровыми полномочиями, мы предполагаем, что, во-первых, правительство будет формироваться с участием парламента. На сегодняшний день у нас же президент по закону, по Конституции, он не обязан ни с кем советоваться. Никаких консультаций он не проводит. В нашем случае парламент может блокировать кандидатуру, которая их не устраивает. Предусмотрено во многих странах, и мы тоже предлагаем такой вариант, что кандидат на должность на ту или иную должность в правительстве, он будет проходить процедуру консультации и одобрения предварительно с парламентом, который будет давать согласие на его назначение. Вот. И у парламента, соответственно, есть право не дать такое согласие. Да, и значит, премьер-министр должен будет предлагать другую кандидатуру. Это нормально. В действующей Конституции парламент только вправе, значит, выражать, значит, вотум недоверия
отдельным членом Кабинета министров. Парламент не принимает никакого участия в формировании Кабинета министров. Вот здесь, на мой взгляд, есть над чем поработать. Но я категорически против того, чтобы ликвидировать должность премьер-министра. Вот эта идея периодически возникает. Я напомню, ее даже Александр Анква, будучи президентом, в 2012 году тоже озвучил в послании парламенту, что он считает, что эту должность премьер-министра надо ликвидировать. Аналогичным обращением выступал у нас Аслан Бжаня, вот сравнительно недавно, будучи президентом. Я не думаю, что это правильно. Я не считаю, что это правильно, но я считаю, что формирование Кабинета министров, тем более в условиях Абхазии, должно в обязательном порядке проходить через парламент. Форма может быть разной. Значит, вернее, последствия. Если в российском законодательстве, значит, вот трижды предлагают кандидатуру премьер-министра, кандидатура не прошла, то президент имеет право распустить парламент. Но опять-таки там в большей степени смешанная система, но больше ориентирована на партийное строительство. Здесь у нас все-таки, на мой взгляд, система такова, что есть вот разные предложения, вот к чему я склоняюсь в данной ситуации. Да, я считаю, что, конечно, премьер-министр должен, его назначение должно проходить через парламент. Кандидатуру представляет президент, парламент заслушивает его видение, программу и так далее, депутаты принимают решения. Конечно, можно говорить и о варианте таком, как, значит, распуск парламента. Но я в данном случае не в большей степени сторонник других предложений, которые звучат примерно так, что это касается и премьера, и разного рода министров, что если парламент не дает добро, да, на назначение, там несколько раз, там 2 или 3 раза, президент вправе назначить этого человека сроком, допустим, на полгода. Через полгода парламент по новой принимает решение. Если значит, данное лицо, премьер либо министр, не проходит одобрение в парламенте, тут уже его надо отстранять президенту. Вот мне кажется, эта форма более приемлема для нас, потому что и не только премьер-министра, назначение каждого министра должно проходить через парламент. Я в этом уверен. Конституция служит основой для всего законодательства страны. За 31 год в нее вносились изменения несколько раз. Был отменен принцип несменяемости судей. Создан Конституционный суд Абхазии. Закреплено положение о независимом статусе республики. А в 2016 году в силу вступил запрещающий аборты законопроект о государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка. Были поправки, касающиеся и местных органов власти. Был референдум в 1999 году, который состоял из 2 вопросов. Первый вопрос касался независимого статуса Республики Абхазия, то есть поддерживаете ли вы, что Абхазия является суверенной демократией. А второй вопрос, поддерживаете ли вы о том, что, значит, чтобы срок полномочий судей то есть обозначить 5 годами. Да? Потому что первоначально в самой Конституции был зафиксирован принцип несменяемости судей. То есть не было какого-то ограничения по сроку полномочий. Этот принцип, кстати, работает во многих странах. Вот. В 1999 году путем референдума мы изменили Конституцию, где установили срок полномочий судей 5 лет. Потом следующие изменения были в 2014 году, когда была изменена глава суд и прокуратура с той целью, что, во-первых, опять был изменен срок полномочий судей до 10 лет и было предусмотрено создание Конституционного суда Республики Абхазия. То есть в первоначальном варианте у нас Конституционного суда не было. Вот. Потом еще в это же время было по инициативе группы депутатов того созыва была изменена 13-я статья. Если вы помните, эта статья касалась, что государство в равной мере защищает, я вот буквально по памяти цитирую, государство в равной мере защищает права матери и нерожденного ребенка. Да, эта поправка тоже вызвала такую неоднозначную реакцию в обществе, но она на сегодняшний день вот существует в том виде, в котором она была принята.
Да, вот такие изменения. Они не касались ни политической системы. Да, еще было изменено местное самоуправление, порядок назначения главы администрации городов и районов и так далее. Я считаю, что уже хорошо, что, ушла вот та система, которая была первична, да, что из числа депутатов избираемых, значит, президент там предлагает кандидатуру главы района и так далее. Уже хорошо, что это не так. То есть нет этой привязки. То есть депутаты будут видеть конкретную кандидатуру, которую вне их круга предлагает президент. На мой взгляд, это положительный мотив. На мой Как взгляд, это вы хорошо. относитесь к тому, чтобы избирать глав? Есть предложение хотя бы Да, с я Сухума слышал, начать? да. Трудно мне сказать однозначно, но с Сухума начать, да, наверное, можно начать с Сухума. Но дело в том, что любое начало подразумевает и пролонгацию дальше. Мы же не можем сказать, давайте начнем с Сухума и Сухум оставим как есть, пусть он избирается, значит, всенародно, а остальные будут так, как есть. Это невозможно. Но есть определенные аспекты, я бы не хотел о них говорить, да, вот публично. Хотя по логике вещей, да, конечно, это было бы, ну, всенародное голосование, оно всегда лучше. Она более полно отражает, ну, надо убедить наше население, насколько это важно, насколько много будет зависеть от главы, которого избирают, чтобы явка была такая, чтобы не пришло 25%, из них там 17 его избрало, и человек стал главой. То есть не только ответственность того, кого избираем, а ответственность тех, кто этот выбор делает. Если мы сможем этот баланс сделать, наверное, да. Что касается судебной системы, то там, конечно, важные, серьезные моменты были как бы проработаны, но есть ощущение некоторой, как сказать, незавершенности процесса. И главная проблема и главный вопрос для меня по поводу судебной ветви власти – это их субъектность, их вера в самих себя. То есть если судейское сообщество само как-то не осознает, да, что оно является третьей полноценной ветвью власти, которая обязана играть свою важную, во многих вопросах просто ключевую роль, потому что парламент принимает законы, президент, исполнительная власть, значит, оперативным руководством страной занимается, выполняет законы, а суд следит за тем, чтобы эти законы не нарушались и наказывает, если они нарушаются. Несмотря на работу комиссии по конституционной реформе, широкое общественное обсуждение предлагаемых вариантов, реальных изменений в политической системе нет. У экспертов, принимавших участие практически во всех комиссиях, на этот счет свое мнение. Ну что, власть, она сладка. Вот человек, который так и не думает, вот сегодня там тебя или меня поставь на эту позицию, во что мы переродимся завтра, никто из нас не знает, потому что это действительно очень большое испытание для любого человека. Не зря же говорят пройти огонь и воду и медные трубы. Вот они самые эти медные трубы, это и есть испытание властью. И многие там, великие мыслители и прочие люди не просто так, значит, осмысливали эту тему, и не просто так появилась эта тема там, перераспределения баланса полномочий. Почему? Потому что каждая власть должна следить за другой. И вот это равновесие, да, этот баланс, он позволяет создавать наиболее устойчивую систему. Кризисы, которые мы переживаем, Всевышний нас как-то хранит, другого у меня объяснения нет, почему мы так вот сквозь эти струйки, да, сквозь все эти опасные ситуации за все эти годы смогли пройти. Нужно прекращать это безобразие, вот, нужно прекращать делить людей там, на своих, чужих, каждый лагерь бьет себя в грудь и говорит, что они патриоты. Нужно один раз взять и зафиксировать простую мысль, что все мы здесь патриоты своей страны, все мы ее любим. Если есть люди, которые нарушают закон, для этого у нас есть институты тоже соответствующие, которые должны с этим разбираться. Вот. И мы должны жить без навешивания ярлыков, и мы должны сделать так, чтобы
не концентрировалось, на мой взгляд, это вот моя такая позиция, почему и как мы можем избежать этих дальнейших кризисов, чтобы мы не концентрировали всю власть в одних руках. Там, наверное, несколько причин. Мне кажется, что каждый созыв парламента накануне очередных выборов, то есть когда заканчивается срок их полномочий, они начинают, так сказать, задумываться о своей дальнейшей судьбе. Да? И, как показывает практика, значительная часть действующих депутатов пытается переизбраться на следующий срок. Ну, не всем это удается, но определенной части это удается. Но пытаются гораздо больше, чем те, кому это удается. Почему предложения подобного рода не поддерживаются? Мне кажется, здесь тоже несколько причин. Во-первых, извините, есть фактор такой просто невежества. Невежество в каком смысле? Непонимание законов общественной жизни. Почему-то наши парламентарии не задаются вопросом о том, что политический процесс во всех цивилизованных странах осуществляется с участием политических партий, как главных акторов этого процесса. Начинаются приводить какие-то в некоторых странах, ну, например, в такой стране, такой классической демократии, как принято считать, Великобританию, там тоже мажоритарная система, да. Но я хочу вам сказать... Там, Конституции нету. Конституции нету, но избирательная система мажоритарная. И вот противники наших предложений, первого, кого вспоминают, это, как правило, Великобритания. Но там ситуация не совсем так, как им хочется. В Великобритании очень развитая партийная система. И там даже если какой-то кандидат является непартийным и собирается баллотироваться в парламент Великобритании, он ни в коем случае не сможет туда попасть, не заручившись поддержкой какой-то влиятельной партии. А потом представьте себе, наши политические деятели, ну, парламентарии, да, они ощущают, что нахождение в партии – это совершенно другой уровень политической жизни. Это постоянно поиск компромиссов, это дисциплина партийная. Это компромиссы внутри политической партии для принятия какого-то партийного решения. Это еще и политические компромиссы вне партии, с другими партиями, с правительством. Это совершенно другая политическая культура, которой у нас нет и ею вообще не пахнет, к сожалению. Вот что еще. А на сегодняшний день каждый себе сам кум королю. Никакой политической партии он не принадлежит, он не обязан ни с кем, значит, вступать в какие-то компромиссы, искать компромиссы для того, чтобы сдвинуться. В Конституции есть статьи, которые не могут быть пересмотрены ни при каких условиях. К примеру, невозможно упразднить или ограничить права и свободы человека, ликвидировать независимость или нарушить территориальную целостность Абхазии и даже проводить референдум по этому вопросу, изменить статус государственного языка. В последней главе Конституции говорится о тех вопросах, которые вообще не могут пересматриваться. Это суверенный статус, то есть независимость Республики Абхазия, территориальная целостность Республики Абхазия, статус государственного языка не может пересматриваться. Вообще вопросы, которые являются фундаментальными в нашей Конституции, они сосредоточены в основах конституционного, в первой главе, основах конституционного строя, гласящие о том, что Абхазия суверенное демократическое государство, о том, что народ является источником власти, главным действующим лицом, носителем суверенитета, о том, что Абхазия является субъектом международного права, о том, что у нас принцип разделения властей лежит в основе устройства государственных органов власти, опять же, государственный язык абхазский. Ну вот эти все вещи, они не подлежат пересмотру. Эти вопросы не могут быть поставлены ни в парламенте, ни на референдуме в том числе. Они вообще не могут быть поставлены. Да.
В этом смысле я особой угрозы не вижу. Но дело же не только в этом. Да, мы можем, так сказать, эти краеугольные камни, они у нас защищены там, и так далее, и так далее. Но это же не означает, что мы не должны реформировать другие статьи Конституции, в частности, вот, форму государственной власти. Те, которые касаются, значит, строя, те, которые касаются границ и так далее, тут даже разговора нет никакого. То есть ни Это один была президент, база. Нет, ни один это парламент никто не не может имеет. вынести вопрос о статусе. Они четко оговорены, это даже не подлежит никакому референдуму. Все. И это, слава богу, что это так. Я себе позволю напомнить, что в 1994 году принималась Конституция, да, тогда Кадорское ущелье не было нашим. Но мы считали его своей территорией. Оно до 2008 года контролировалось нашими соперниками. Но мы считали, что это наша территория. Никакого разговора об отторжении не было. И это очень важно. Это очень важно. Даже ни в какой дурной голове не могла бы появиться мысль, а давайте мы Кадорское ущелье отдадим нашим оппонентам, может, на этом что-то сыграем. Нет. Это очень важно, что в Конституции это зафиксировано. То есть никто не мог бы даже подумать теоретически, спекульнуть на эту тему. Конституция Абхазии – это результат долгой и сложной работы. Это был период полный событий исторической важности, поиска пути развития. Нужно было восстанавливать страну в условиях экономической блокады и определяться с правовым статусом государства. Авторы Конституции сумели принять исторический документ, который определил независимый путь страны.